В Сухуми в многоквартирном доме по улице Вардания идут работы по установке электронных приборов учета. Энергетики Черноморэнерго совместно со специалистами компании Smart Энерго из Татарстана, которая специализируется на создании и реализации под ключ комплексных решений на базе интеллектуальных систем учета электроэнергии, работают несмотря на дождливую погоду. По словам представителя подрядчика, почти в каждом доме они сталкиваются с проблемой запутанных коммуникаций, что осложняет процесс и требует больше времени. Люди с пониманием относятся, доброжелательно, но иногда возникают вопросы. Я думаю, это связано с тем, что у людей свои ситуации, и поэтому немножечко есть иногда волнение. Но к вечеру все равно мы стараемся никого не оставить без электричества. С терпением запасаются все. И иногда бывает позже, чем планируем, там 7-8 заканчиваем. Бывают какие-то сложные коммутации. В процессе, видно, исторически так сложилось. Разные квартиры по-разному там объединялись, где-то что-то за стенкой оставалось. И нам по наружным сетям, где мы видим коммутации, иногда трудно понять, приходится спрашивать у жителей какие-то нюансы, если они знают, могут рассказать. Ну и такие моменты, да, они присутствуют, и достаточно много их. Энергетика, можно сказать, главная составляющая отрасль Абхазии, без стабильного функционирования и развития которой невозможно развитие и всей страны. Если лет 5 назад эта жизненно важная артерия Абхазии находилась в плачевном состоянии, то сегодня мы наблюдаем, как отрасль поэтапно выходит из кризиса. Буквально пару лет назад частые аварии и веерные отключения были нормой для страны. Впервые за долгие годы республика перезимовала со стабильным энергоснабжением. Чтобы добиться такого результата, государству пришлось прибегнуть к непопулярным мерам, а именно привести тарифы к разумным показателям и начать работу по установке приборов учета. У нас в республике ежегодно с 2016 года формируется достаточно существенный и с каждым годом увеличивающийся, только вот последние 3 года мы наблюдаем динамику по его сокращению, дефицит электроэнергии. И он вызван различными факторами, которые способствуют формированию этого достаточно существенного дефицита. И для того, чтобы покрывать этот дефицит, в прошлом году мы приобрели дополнительную коммерческую поставку электроэнергии в Российской Федерации, чтобы пройти безвредно, без каких-либо ограничений зиму. И все наши граждане могли это ощутить и увидеть, что электроснабжение подавалось бесперебойно, за исключением тех случаев, когда происходили какие-либо аварийные отключения. Программа установки приборов учета охватывает все районы республики. Сейчас работы продолжаются в Сухуме и Гагре. В Гудауте они уже завершены. Установлено более 7 тысяч приборов. Также проводятся работы по обновлению внутриподъездного хозяйства. Все это направлено на улучшение сетевой инфраструктуры и повышение качества электроэнергии. На мой взгляд, те работы, которые сейчас проводятся, они, конечно же, в первую очередь направлены на улучшение электросетевой инфраструктуры и создание более стабильных условий для работы всей энергосистемы страны. И, естественно, положительный и позитивный эффект, он будет ощутим для каждого гражданина. Того эффекта, который мы получим от тех работ, которые проходят сейчас, это наша энергетическая компания Черноморэнерго в будущем позволит проводить эти работы еще более масштабно и затрагивать не только сетевое хозяйство, которое относится к распределительным сетям, но и к высоковольтным. Потому что вся инфраструктура энергетическая, которая у нас сегодня есть, она требует обновления и своевременного обслуживания. Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается снижение потребляемости электроэнергии. Такого результата удалось добиться в том числе за счет установки приборов учета. Имея ограниченный ресурс товара, ограниченный ресурс электроэнергии, мы хотим сегодня, чтобы у нас в республике постепенно начала формироваться культура энергосбережения и энергоэффективного использования этого ресурса. Ввиду, еще раз повторюсь, его ограниченности. Это не означает, что граждане и население должны находиться без света, но мы можем и способны его эффективно и рационально использовать, снижая и нагрузки на нашу систему, и снижая тот дефицит электроэнергии, который у нас по году формируется. Поэтому все те мероприятия, которые сейчас проходят, я хочу, чтобы граждане с пониманием относились к ним, именно исходя из вот этой вот необходимой вынужденной культуры формирования энергосбережения. Это первое.
Что касается приборов учета, они в некоторых случаях у нас много абонентов, которые сегодня не оснащены приборами учета, в которых большие технические потери в тех проводках, в тех стояках, которые у них есть. Это нагрузка и потери для всех нас, для всего населения, которое... Нужно сказать, что у нас есть часто добросовестных плательщиков, которые оплачивают ежемесячно положенные им платежи. Однако не все граждане Абхазии с пониманием относятся к установке современных приборов учета или замене старых на новые. Аргументируют это недоверием, ссылаясь на то, что умные счетчики показывают некорректные данные, превышающие реальные показатели. По словам специалистов, такое мнение ошибочно. Есть такое утверждение у наших граждан, что те приборы учета, которые мы сегодня устанавливаем, скажем так, пишут больше, чем их приборы учета. Ну, такого фактора у нас нет. И всему, вот у нас в течение 2 лет было порядка 380 обследований проведено, то есть это реагирование на обращение наших граждан. Мы не оставляем это все без внимания, мы на словах не пытаемся людям доказать о том, что наши приборы учета работают корректно. То есть мы выезжаем, создается комиссия, есть определенная процедура, по которой проводятся эти сравнения. И ни одного случая не было такого, чтобы те приборы, которые, именно абонентские приборы, которые были установлены правильно, дали какую-то разницу с нашим прибором учета. Около 80% подключений в многоквартирных домах, где уже проведены работы по установке счетчиков, были несанкционированными, подчеркнул Даур Пипья. Конечно, у этих абонентов счета за электроэнергию будут выше, чем они привыкли платить. Из того объема, который мы вот сегодня провели, да, вот все вот эти работы, были выявлены очень много абонентов, которые подключали часть своих домовладений скрытым монтажом, там каким-то образом они пытались скрыть свое потребление. Ну, естественно, когда всю инфраструктуру меняешь, это все выявляется. И с этим, наверное, тоже связано, да, нежелание устанавливать наши приборы учета, потому что те абоненты, которые на протяжении многих лет, можно сказать, были неподконтрольны, которые оплачивали за электроэнергию тогда, когда они имели, там, скажем, такую возможность или когда они сами того желали, сегодня сложно принять тот факт, что за электроэнергию надо платить и надо платить своевременно. От улучшения качества электроэнергии зависит и энергопотребление. Чем выше напряжение, тем меньше потребления. Кроме того, нет риска, что ваш электроприбор выйдет из строя. Даур Пипья также развеял миф, что современные приборы учета считают электроэнергию даже при выключенных электроприборах. Зарядочное устройство без телефона потреблять не будет. То есть как и пришла электроэнергия заряжена, так заряженная, и она обратно и уходит. Она, то есть не разряжаются эти электроны. Соответственно, оно садится в учет реактивной энергии. Но там это мизер, но и в то же время мы его не ставим под учет. Это понимание для нас, какое количество электроэнергии вернулось непотребленной. То есть никакому абоненту это на счет не садится никаким образом. Вот это есть понятие активной и реактивной энергии. Просто, естественно, сейчас не все у нас энергетики, не все в этом разбираются, но очень часто приходится вот эти моменты тоже людям объяснять, для того, чтобы было понимание, что розетка, которая включи, она садится на реактивную энергию. То есть она не будет, к вам как счет это не придет. До конца этого года по всей республике будут установлены 60 тысяч приборов учета. Население Абхазии должно переосмыслить отношение к электроэнергии. Необходимо научиться бережно относиться к этому стратегически важному ресурсу. Времена, когда свет горел круглосуточно и без надобности, и когда за него не считали нужным платить годами, должны остаться позади. Ирина Аршева, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.